Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане прошел торжественный прием в честь Дня независимости Таджикистана. Президент Монголии прибудет в Туркменистан с государственным визитом. В Ашхабаде прошел конкурс среди профессиональных флористов и другие новости. В Ашхабаде состоялся официальный прием по случаю 33-й годовщины независимости Республики Таджикистан. Мероприятие, организованное посольством Таджикистана в Туркменистане, прошло в отеле «Йылдыз». Посол Таджикистана Вафо Ниятбекзада в своем выступлении отметил важность укрепления двусторонних туркмено-таджикских отношений, подчеркнув значительный прогресс в развитии стратегического партнерства между двумя странами. Президент Монголии посетит Туркменистан с государственным визитом. Вопрос подготовки визита обсудили вчера министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов и посол Монголии в Туркменистане Доржин Баярху. Также стороны обсудили нынешнее положение и перспективы развития двусторонних связей, в частности, по линии внешнеполитических ведомств. В Ашхабаде состоялся конкурс среди профессиональных флористов под названием «Цветы, песнь красоты и мира». В мероприятии приняли участие 4 команды, каждая из которых была представлена 3 опытными флористами. Команды состязались в искусстве создания оригинальных цветочных композиций и продемонстрировали высочайший уровень мастерства. Сегодня в Туркменистане открылась выставка сельскохозяйственных достижений и международная научная конференция «Достигнутые рубежи и поставленные задачи в семеноводстве сельхозкультур». Мероприятия проходят накануне 33-й годовщины независимости страны и призваны продемонстрировать успехи Туркменистана в аграрном секторе. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем обращении к участникам подчеркнул значительные усилия, предпринимаемые государством для комплексного развития агрономии. Глава государства отметил, что отечественные ученые и специалисты выводят новые высокопродуктивные сорта культур, учитывая почвенно-климатические особенности каждого региона страны. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с послом Российской Федерации Иваном Волынкиным, на которой были рассмотрены ключевые аспекты взаимодействия двух стран. В ходе переговоров особое внимание было уделено развитию сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях партнерства, подчеркивая важность укрепления связей между Туркменистаном и Россией. Впервые в истории ученые смогли зарегистрировать мозговую активность человека в момент его ухода из жизни. Это произошло, когда 87-летний пациент с эпилепсией, проходивший исследование мозга, неожиданно скончался от сердечного приступа. Канадские ученые получили уникальную возможность проанализировать изменения в работе мозга за 30 секунд до и после остановки сердца. Результаты исследования показали значительное увеличение гамма-осцилляций, которые обычно связаны с воспоминаниями и сновидениями. Это наблюдение может служить научным подтверждением давно существующей гипотезы о том, что последние мгновения жизни люди могут переживать фрагментарные воспоминания о прожитых годах. Норвегия стала первой страной в мире, где количество электромобилей превзошло число бензиновых. Успех электромобилей в Норвегии во многом обусловлен государственной политикой. Владельцы электрокаров освобождены от налогов с продаж и на выбросы, а также пользуются льготами на парковку. Эти меры позволили Норвегии стать мировым лидером в переходе на экологически чистый транспорт. Туркменский «Алтынасыр» уступил иракскому Air Force в первом туре Лиги чемпионов АФК-2. Встреча прошла в Багдаде и завершилась со счетом 2-1. Футболисты Air Force открыли счет на 50-й минуте благодаря голу Карлоса Салазара. Однако туркменская команда не сдалась, и на 70-й минуте Мурат Аннаев сравнял счет. Казалось, матч завершится в ничью, но за 2 минуты до конца основного времени Хиран Ахмед вывел Air Force вперед, установив окончательный счет. В параллельном матче группы «Б» саудовский Аль-Таавун в гостях обыграл бахрейнскую Аль-Халдию со счетом 3-2. 2 октября на стадионе Ашхабад Алтынасыр встретится с Аль-Халдией, а Air Force сыграет в гостях против Аль-Таавуна. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.